Уже в эту среду, 25 января, в Коми официально будет дан старт Году молодежи. На разных площадках и в муниципалитетах объявят о главных событиях молодежной политики. В Прилузе, к примеру, уже определились с основными направлениями: бизнес, добровольчество, здоровый образ жизни, креатив, молодая семья и интеллект. Сегодня Южный район – один из самых молодых в республике. Почти четверть населения – это сельчане до 35 лет. Всего 3667 человек. Какое оно, Прилузе молодое, знает Виктория Палкина. Иван Шулепов всегда знал, работать и растить детей будет в родном Прилузье. В свои 33 он руководит районным центром спортивных мероприятий, а еще староста деревни Калининская. Вот уже год пытается пробудить сельчан от зимней спячки. Получается, признается активист. Люди стали просыпаться, они видят то, что это делается для нас же самих. Получается, люди выходят и помогают очень сильно хорошо. Своими руками мы работаем, следим за территорией своей, то есть мусор, не мусор. Также помогаем сельскому поселению в чем-то, например, поработать просто руками, установить там детские площадки. А здесь на репетициях никого будить уже не надо. Под чутким руководством молодого хореографа юные танцоры оттачивают новый номер. Образцовый детский коллектив «Орион» – звезды прилузской сцены. Правда, по словам Дарьи Кетовой, ее артистам не хватает конкурсных площадок именно в Коми. И, может быть, в Год молодежи республика заявит о себе как о самом танцующем регионе, мечтает девушка. В Россию ехать – это не дешевое удовольствие на конкурс. Это от 15 до 20 тысяч, то есть каждой семьи. А нам, например, было бы очень здорово выехать в Сыктывкар, так как мы живем недалеко, было бы удобно, это было бы здорово посмотреть именно на коллективы нашей республики, потому как в России даже мы уже ездим, с кем-то мы видимся чаще, с кем-то встречаемся только впервые, например. Но в основном, куда мы ездим, то есть мы уже знаем коллективы, с которыми мы будем, так сказать, конкурировать, а по республике знаем мало, и хотелось бы знать друг о друге больше. Ну а то, что Прилузье спортивное, и доказывать никому не надо. Многие из этих юных артистов между репетициями успевают и на тренировки бегать. Правда, пока в райцентре не так много мест, где можно укрепить свое тело. Но уже идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Много сейчас школьников, которые поддерживают полностью ЗОЖ. У меня брат такой. То есть все школьники ходят в качалку у нас на лыжной базе, но там мало места. И то есть этот комплекс вообще может больше аудитории даже захватить. То есть желание у детей есть. И я даже сама немножко в шоке с этого, потому что я этого не ожидала. Такого ажиотажа в таком возрасте, в 9 классе. Молодежные челленджи, патриотические фестивали, велопробеги и даже гонки на деревянных санях. Этот год молодежи в Прилузе обещает быть активным. Впрочем, и до 2023-го самый южный район республики был одним из лидеров молодежного движения в регионе. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Прилузский район.